1721 году заканчивается долгая и утомительная Северная война, длившаяся 21 год. По Ништадтскому мирному договору Швеция уступает России всю Прибалтику и тем самым теряет статус великой европейской державы. Каким образом Петру Первому удалось победить Карла XII, считавшегося непревзойденным полководцем своего времени, и как победа Петра отразилась на судьбах России? Была та смутная пора, когда Россия молодая, в борениях силы напрягая, мужалась гением Петра. В поэме «Полтава», признавая за Петром гениальность, Пушкин дает Карлу XII эпитет «шведский паладин». Россия вступает в тяжелое противоборство с последним ревнителем шведского великодержавия, который преподносит ей тяжелые испытания. Суровый был в науке славы ей дан учитель не один. Урок нежданный и кровавый задал ей шведский паладин. Надо сказать, что Карл был выдающийся военачальник того времени. И Карл, собственно говоря, вся Северная война – это искание Карла побед за пределами Швеции. Швеция оставалась сама в стороне, армия с ним находилась в Европе. Карл XII родился в 1682 году, король Швеции из Пфальц-Цвейбрюкенской династии, при котором власть монарха приобрела неограниченный характер. Погиб в 1718 году. В Европе Карла XII льстиво называли новым Александром Македонским. Однако после поражения под Полтавой стали именовать Дон Кихотом. Итак, кем же был он на самом деле? Немецкий историк Карл Роттек писал: «Энергия и отвага Карла, если бы они управлялись разумом, сделали бы его величайшим воином, а если бы сопровождались гуманностью и любовью к гражданам, лучшим государем». Но у него отсутствовало и то, и другое. Карл, подобно древним викингам, был обуян демоном войны. Не случайно шведская романтическая поэзия окрестила его последним викингом. Карл XII взошел на трон в возрасте 15 лет. Уже при его предшественниках Швеция становится ведущей европейской державой, обладавшей почти всем скандинавским полуостровом, Финляндией, Прибалтикой, а также небольшими колониями в Америке и Африке. Могущество Швеции было основано на силе ее армии и флота. Балтийское море в это время все именуют Шведским озером. У Карла как раз была такая политика продолжить свои, шведские успешные боевые действия 17 века. У него был пример предыдущих правителей, и он как раз хотел в этом русле вести боевые действия, вести вообще свою политику. Польша, Саксония, Дания и Россия еще до начала войны заключили союзный договор. Молниеносным броском Карл XII высадился под стенами Копенгагена и принудил Данию к капитуляции. Россия, соблюдая союзные обязательства, тут же объявила войну Швеции. Однако польский король Август II счел за благо устраниться от активных действий. В результате Петр I остался один на один со шведским викингом. Узнав о том, что русская армия без объявления войны вторглась в шведские владения и движется к Нарве, Карл XII, только что вернувшийся из Дании, бросился из Швеции навстречу Петру. Утром 19 ноября шведская армия, внезапно появившаяся у русских позиций, разгромила противника. Несмотря на то, что шведов было всего лишь 8 тысяч солдат, а русских более 40 тысяч, то есть в 5 раз больше. В это время Петр уже уехал от армии собирать дополнительное войско. Армия была разбита. Разбита была потому, что она еще была не готова к войне, хотя гвардейские полки проявили выдержку. Они ушли с барабанным боем и с оружием. Шведы их отпустили, потому что не могли уже вести бой с ними. А было очень сильным влиянием это предательство. Герцог де Круа, который командовал русскими войсками, перешел с офицерами на сторону Карла. И, собственно говоря, русская армия потеряла командование. Дезорганизованная, она была разбита.
Русские потеряли убитыми и ранеными 7000 человек, шведы всего лишь 600. Была потеряна почти вся артиллерия. Узнав о разгроме своей армии, Петр, как утверждают очевидцы, плакал и хотел заключить мир на любых условиях. Он обращался с жалобными мольбами к голландским штатам, к Англии, к императору австрийскому, упрашивая о посредничестве. Но вскоре он взял себя в руки и развил бешеную деятельность по созданию новой армии. В тот момент Россию спасло только то, что Карл XII, легкомысленно вычеркнув Россию из числа достойных противников, двинулся в Польшу для наказания Августа II, оставив вместо себя в Лифляндии генерала Шлиппенбаха. Против него был послан генерал Шереметьев, который ввиду нехватки регулярной кавалерии призывает под свои знамена казаков, калмыков, мишарий и башкир. И вот здесь и калмыки, и казаки, и башкиры проявили себя как одна из конниц, которая смогла разбивать регулярную шведскую конницу, что было уже очень удивительно, вела успешно боевые действия. И, собственно говоря, военные планы разбить гарнизоны и нанести удар по военной мощи шведов в Лифляндии, они были выполнены полностью. Разорив Лифляндию, русские двинулись в Эстонию. Историк Владимир Соловьев пишет: в конце августа Шереметьев переправился за Нарову. Пошел гостить в Эстонии таким же образом, как гостил прошлый год в Лифляндах. Гости были прежние – казаки, татары, калмыки, башкирцы – и гостили по-прежнему. Шлиппенбах бежал без оглядки. Россия боролась за выходы к Балтийскому морю, поэтому Петр с самого начала войны взял под прицел балтийские порты Нарву и Ригу. Но, потерпев сокрушительное поражение под Нарвой и будучи отброшен в район нынешнего Санкт-Петербурга, принял решение о строительстве нового порта и города в устье Невы, будущей столицы Российской империи. Получив спасительную передышку, царь-реформатор всей мощью своей необузданной натуры посредством чудовищного произвола перестраивает государственный организм страны. Многие реформы Петра были продиктованы исключительно Северной войной. И поскольку была спешка, необходимо было побеждать, необходимо было создавать хорошую армию, боеспособный флот, на пустом месте создавался флот. Необходимо было создать систему управления, организации, сбора денег, фискальной политики. Поэтому Петр принимал планы реформирования, иногда очень сырые. В некоторых случаях он принимал планы, которые были, в общем-то, несбыточные, но был человек очень жестокий, жесткий, и он проводил свои реформы, считая, что их надо провести. Ужесточение фискальной политики правительства, но самое главное – вопиющий произвол чиновничества при проведении решений Петра вызвал череду перманентных восстаний на окраинах России. В 1704 году восстает Башкирия. Причина – введение неслыханного нигде в мире налога на цвет глаз. Приехали в Башкирию прибыльщики, выдумавшие 72 вида налогов, совершенно абсурдных и глупых, и объявили, что прежние договоренности о вхождении башкир в состав России отменяются, что сейчас вы будете вот как все остальные. Это вызвало возмущение среди башкир, и началось восстание. Вот здесь эти реформы, они натолкнулись на сопротивление. Но это сопротивление было вполне понятно, потому что оно было не против реформ, не против того, что необходимы были деньги для войны. Они были, конечно, необходимы. И башкиры воевали, они были готовы воевать, и хорошо воевали. Шереметьев очень хвалил их. И сам Петр был доволен. Осада Риги была очень удачной, когда башкиры там воевали. Другое дело, что башкиры требовали сохранения тех условий, в которых они вошли в состав России, которые соблюдались в течение 17 века. В 1705 году восстает Астрахань. Причина – злоупотребление воеводы Ржевского. В 1707 году восстает Дон под руководством Кондратия Булавина. Причина – запрет казакам самостоятельно добывать соль, а также ультиматум – выдать с Дона беглых крепостных крестьян. Петр оказывается в сложной ситуации. По Польше кочует со своей армией Карл XII, готовый в любой момент вторгнуться в пределы России. К внешним угрозам добавляются внутренние. Если астраханские и булавинские бунты быстро подавляются, то восстания в Башкирии продолжаются еще долгие годы.
Взволнованный положением на окраинах России, Петр I отправляет в Казань своего лучшего полководца Шереметьева. После выяснения ситуации генерал пишет царю: «Здешний казанский народ пуще опасается башкирцев, нежели Астрахани. Вам известно, сколько их много. Унимать их, башкирцев, будет с трудом. Не надобит их слишком злобить, полно нам покуда шведов». Петр послушал своего военачальника, и Башкирия была оставлена в покое вплоть до начала 30-х годов XVIII века. Собственно говоря, боевые действия начали сворачиваться, и они перешли на уровень переговоров между элитой башкирской, между командованием вот этих войск. Было ясно, что вооруженным путем здесь подавить его будет невозможно. Петр I, посчитав, что этого нет необходимости, все войска отправить надо на войну в Европу, решил вопрос здесь закончить дипломатическим путем, за что, кстати, ему и спасибо. Вопрос с восстанием был решен путем переговоров, и, собственно говоря, башкиры отстояли свои права, свои представления о том, какие у них будут взаимоотношения с центральной властью. В это самое время Карл XII со своей армией, совершенно оторванный от тылов, бродит по Европе. В нескольких сражениях он разбивает польские и саксонские войска короля Августа II. Русские во главе с Меньшиковым бросаются на помощь союзнику и 18 октября 1706 года одерживают крупную победу над корпусом генерала Марденфельда в сражении при Калише. После этого Карл XII принимает решение вторгнуться в Россию. Теперь Карл понял свою ошибку. То, что он разбил Петра под Нарвой, но не добил русскую армию, не поленил Петра, ушел решать европейские проблемы. Посчитав, что все дела в Польше, в Саксонии он решил, он теперь собирает большую армию и двигается в Россию. Петр ждал Карла у Гродно, имея троекратное преимущество в живой силе. Однако при виде шведов поспешно отступил, бросив всю артиллерию. Медный всадник по-прежнему панически боялся шведского паладина. Венчанной славой бесполезной, отважный Карл скользил над бездной. Он шел на древнюю Москву, взметая русские дружины, как вихрь гонит прах долины и клонит пыльную траву. Почему Пушкин называет Карла венчанным славой бесполезной? Да потому, что все его блистательные победы были не более чем игрой тщеславия. Как пишет упоминавшийся выше Карл Роттек, для него родное государство было только арсеналом, а народ – жнитвой солдат. Он был равнодушен ко всякому благоденствию граждан, чужд всякой гражданской добродетели и не считал падение своего отечества, даже разорение целого материка, слишком большой ценою для удовлетворения солдатской похоти. 14 июля 1708 года Карл одерживает свою последнюю победу над русскими при Головчине. Он собирался дойти до Смоленска, а затем двинуться к Москве. Но вскоре его намерения изменяются. Но узнав о Мазепе, о том, что Мазепа переходит на его сторону, он направляет свою армию на Украину, решив там перезимовать, подготовить свои войска, получить подкрепление в виде запорожцев, потому что кавалерии у него не хватало, ему нужна была кавалерия, и оттуда уже с юга двигаться на Москву. Иван Мазепа, гетман войска Запорожского, участник азовских походов Петра I, кавалер ордена Андрея Первозванного. В 1705 году совершил поход на Волынь для оказания помощи союзнику России королю Августу II. В том же 1708 году, несмотря на бушевавшее в Башкирии восстание, правительство затребовало от той части башкир, которая сохранила верность России, прислать 1000 воинов на службу в Петербург. Оттуда они были вновь командированы в Лифляндию и в составе корпуса фельдмаршала Шереметьева приняли участие во взятии Риги. И башкирский отряд тысячный подошел к Риге.
Шла осада Риги. Рига была укрепленным городом, хорошая крепость, артиллерия, большой гарнизон. Русские войска штурмовали ее безуспешно. Началась зима, и было решено просто ее блокировать. Русские войска ушли в крепости, а блокада осуществлялась путем того, что башкиры и казаки пресекали снабжение крепости, делали вылазки. И весной 1710 года рижский гарнизон, который уже потерпел такой удар от чумы, погибло большое количество людей, после подхода к русских войск, которые обещали, что начнут штурм, был вынужден сдаться на милость победителя. Идя на Украину, Карл надеялся на поддержку казаков. Их недовольство политикой Петра было известно всем. Русский посол в Стамбуле докладывал: «Получил я ведомость о злых замыслах казаков запорожских. Прислали к крымскому хану просить, чтобы их принял под свой протекцион». В многочисленных публикациях и телепередачах его изображают коварным предателем, изменившим России и своему другу Петру из боязни потерять гетманскую булаву. Как нам кажется, это слишком упрощенный взгляд. Достаточно почитать так называемую «Думу Мазепы», где он изливает свою печаль по поводу ограничений прав казачества, чтобы понять мотивы его действий. «Самопалы набувайте, острых шабель добувайте, а за веру хоть умрите и вольностей бороните». Мазепа обещал Карлу предоставить 50-тысячное казацкое войско. Однако на деле мог привести лишь около 10 тысяч, из которых большинство затем ушло из лагеря шведов, не желая сражаться. У Мазепы были свои планы. Конечно, это был, кстати, образованный человек. Это был человек, хороший военачальник, хороший организатор. Ну, сейчас, как бы сказали, харизматическая личность. Но Мазепа здесь переиграл сам себя. Уходя очень далеко вот в эти политические проблемы, дискуссии военных действий европейской политики, дипломатии, он немножко оторвался от мировосприятия казаков. Мазепа оказался в изоляции. Его не поддержала основная часть казаков. Это была трагедия, с одной стороны, Мазепы, с другой стороны, это была трагедия самого казачества. Часть казачества ведь воевала друг против друга. Поднимите меня! Я хочу посмотреть, как побежит царь Петр. Наконец, 27 июня 1709 года состоялась Полтавская баталия. У Карла было 35 тысяч солдат, у Петра в 2 раза больше. Преимущество русских усугублялось еще и тем, что у шведов почти не было пороха, поэтому в сражении с их стороны огонь вели всего лишь 4 орудия против 70 со стороны противника. Победа русских была полной. В сражении шведы понесли жестокие потери, около 10 тысяч убитыми и 20 тысяч пленными. Шведской армии более не существовало. Несмотря на явное превосходство русской армии, Петр сильно волновался и перед боем произнес речь, которая заканчивалась словами: «А о Петре ведайте, что ему жизнь недорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе». Счастливый исход Полтавской баталии помог ему окончательно преодолеть страх, который внушал всем своим врагам последний викинг Карл XII. Карл бежал в пределы Османской империи и нашел себе пристанище в турецкой крепости Бендеры. Он подговаривает султана Ахмеда III, и тот объявляет России войну. Летом 1711 года Петр во главе 80-тысячной армии вторгается в Молдавию. Прудский поход была одна из больших ошибок Петра. Это был абсурд. Дело в том, что он послушал молдавских господарей или молдавскую элиту, которая имела свои планы. Им надо было освободиться от турецкого засилья, подчиниться более сильному российскому государству, иметь общие контакты с Европой через Россию. И исходя вот из своих, ну, так сказать, локальных, местных идей, планов, каких-то проектов, они обратились к Петру, заявив, что стоит только русским войскам вступить на территорию Молдавии, огромное войско, ополчение молдаван, оно перейдет на сторону русских, будет воевать. Но ничего этого не произошло. Напротив, на реке Прут русская армия попала в окружение. Ее положение было отчаянным.
Офицерские жены выли от страха, а сам Петр, по словам очевидцев, бегал взад и вперед по лагерю, бил себя в грудь и не мог выговорить ни слова. 21 июля он принял решение предложить султану мир на выгодных туркам условиях. Петр отправляет в лагерь турок своего дипломата Петра Шафирова с предписанием во что бы то ни стало заключить мир с визирем Балтаджи Мехмед Пашой. Петр Шафиров, барон и сенатор, происходил из семьи польских евреев. Заключив Прудский мир с Османской империей, остался у турок в качестве заложника. Узнав об окружении турками своего заклятого врага, Карл XII из Бендер во весь опор помчался на берега Прута. Однако то, что он увидел там, окончательно подорвало его веру в собственную удачу. Перед его глазами русское войско во главе с Петром, распустив знамена, спокойно маршировало к себе на родину. Оказывается, Шафиров сумел подкупить визиря большим количеством драгоценностей, и тот согласился выпустить русское войско из прудской западни. Негодующий Карл впоследствии сумел добиться отставки продажного вельможи. Но какой в этом был прок, если вожделенная добыча ускользнула из его сетей? Условия Прудского мирного договора заключались в том, что Россия сдает Азов, срывает Таганрог, уходит с южного побережья, упраздняет свой Черноморский флот. Россия тогда свои южные границы полностью сдала опять Турции, и потом начнется целая череда в 18 веке русско-турецких войн, чтобы эти границы вновь сделать естественными, дойти до рубежей моря. Пока Карл сидел в Бендерах, русские успели построить флот, после чего перешли к активным действиям на Балтике. Летом 1713 года, после обстрела с моря, сдается Гельсингфорс, Хельсинки. А затем русский десант захватывает тогдашнюю столицу Финляндии, город Або. В августе 1714 года русский флот одерживает свою первую победу на море в Гангутском сражении. И Гангутская победа была очень удивительная. Вся Европа удивилась, что и существует русский флот. Более того, русский флот смог победить шведский флот, один из сильнейших того времени. В 1714 году Карл возвращается из Турции, ввязывается в новую войну. Теперь его врагами являются Англия, Голландия, Пруссия и Дания. Шведы вторгаются в Норвегию. Но в ноябре 1718 года, во время осады города Фридрихсгал, последний викинг погибает от вражеской пули, угодившей ему в висок. Поражение Швеции в Северной войне, нештатский мир, привел к тому, что Швеция наконец-то в какой-то степени опомнилась от угара вот этого военного психоза, который был в 17 веке и при Карле XII. И Швеция после этого замкнулась на свои внутренние дела. Началась реорганизация страны, экономики. То есть для шведов это был плюс. Это был выигрыш, и для шведов это было, в общем-то, это было поражение, которое закончилось внутренней победой. Китайская мудрость гласит: великий человек – общественное бедствие. Войны Карла XII обошлись Швеции потерей 150 тысяч солдат. То есть погибло почти все боеспособное мужское население. Поэтому во избежание появления нового викинга на троне шведы совершают государственный переворот, целью которого было ограничение самодержавия. Выбрав благополучие в ущерб имперской славе, Швеция постепенно превратилась в сытую и благоустроенную страну, какой она известна нам сегодня. Шведы потерпели поражение военное, но для них это была победа нового государственного строя, внутренней политики, развития Швеции, стабильного развития. И Швеция очень много преуспела. И современные шведские историки оценивают вот это событие. С одной стороны, это тяжелое поражение, но с другой стороны, это победа для Швеции. Она освободилась от великодержавных амбиций. Для России как раз победа в Северной войне привела к совершенно другому. Россия как раз получила инъекцию великодержавных амбиций. И если мы потом посмотрим, весь
18 век и 19 век – это бесконечные войны в Европе. Войны очень часто были не связаны с национальными интересами страны, не с защитой рубежей. И еще дореволюционные историки об этом говорили, что войны были уже несправедливые, захватнические, в угоду политики европейских держав. Русский солдат делал победы для Англии, для других стран ценой своей крови, ценой своей жизни. В 1721 году, после заключения Ништадтского мира со Швецией, царь Петр I провозгласил себя императором, чем окончательно определил вектор развития своей страны. Россия пошла по тернистому пути строительства империи. Англия тоже была империей, но там не было самодержавного правления, низводившего подданных до положения рабов, как это было в России и Турции. Именно деспотическая, а потому костная структура власти стала причиной гибели и Османской, и Российской империи. В последний раз идею империи спас Сталин, бросив в ее угасающую топку десятки миллионов жизней советских людей. Готова ли современная Россия расходовать себя для поддержания имперской идеи? Или лучше умерить амбиции и развиваться, подобно Швеции, не вовне, а вовнутрь? Вот, пожалуй, это главный вопрос, который возникает при обращении к истории Северной войны.